Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. Сегодняшняя наша тема 96-я сура Священного Корана, сура Аль-Аляка. Сура состоит из 19 аятов. Отличительной чертой этой суры, так как первые 5 аятов были ниспосланы первыми из Священного Корана. Итак, начинаем. Икра. Как мы знаем, повелительное наклонение есть правило, по которому можно определить, если первая огласовка не стоит и она является глаголом, то смотрим на первую, вторую, третью букву. Если третья буква огласовка стоит фатха или кясра, то мы начинаем с кясры. Икра. А если дамма стоит, то у. Обратите внимание на это правило. Итак, мы начинаем. Икра. Калькаля у нас твердый звук. Ико, ра твердый, и над хамзой останавливаемся. Одна из самых распространенных ошибок это икра или икра. То есть уведение этого звука на удлинение или на гортанный звук айн. Самое правильное это резкая остановка. Икра, как бы прерываете звук резко. Икра, чтобы она не перешло в икра или икра. Икра. Итак, икра бисми. Уходим с огласовки кясра на сукун. Бисми. Алиф аннулируется. Бисми. Икра бисми. Раббика. Ра твердый звук. Раббика. С огласовки фатха уходим на лям удвоенный. Раббика аллази. Раббика аллази. Удваиваем, а потом на межзубный лади и ударение в размере двух огласовок. Раббика аллази халяка. Ха твердый звук, лям мягкий звук, каф твердый. И поэтому нужно обращать внимание, чтобы халяка. Нет. Халяка. Халяка. При остановке фатха аннулируется и переходит в сукун. Халяка. Итак, икра бисми раббика аллази халяка. Икаф халяка. Вот это одна из также распространенных ошибок. Халяка. Нет. Халяка. И все. Не надо чрезмерствовать в этом при произношении. Дальше идем. Халяка. Те же самые правила. Твердый, мягкий, твердый. Халяка. Халякаль. С огласовки уходим на сукун. Халякаль инсана. Касра. Ясное произношение. У нас ихфа. Четкая назализация в размере двух огласовок. Инсана. Чем отличается ихфа от идгама полного? При произношении ихфа струя продолжает выходить из ротовой полости. А при назализации полноценной невозможно. И поэтому язык прерывает, как бы становится переградой перед струей воздуха. Струя воздуха уходит в носовую полость. И поэтому ихфа мягкая, так как она здесь идет перед сином. Инсана. Инсана. Ударение в размере двух огласовок. Халякаль инсана мин. Ясное произношение, потому что здесь правило изгар. После нун с сакином, сукуном, когда идет гортанный звук, один из 6 гортанных звуков, четкое ясное произношение нуна. Мин аляка. Айн является мягким звуком. Аляк, нет. Мягкий, твердый, аннулируется при сукуне. При остановке уходит сукун. Мин аляка. Мин аляка. Итак, халякаль инсана мин аляка. Дальше идем. Первое правило, которое я вам сказал, мы применяем здесь. И икра. Калькаля. Ра твердый и остановится на то же самое. На хамзе. Икра. Вараббукаль. Вараббукаль. Раббу. Удваиваем. Потом огласовка дамма. Ка. Раббука. Нет. Ка. Ка. Раббукаль. Раббукаль. С огласовки
уходим на лям. Раббукаль Хамза у нас является мягким звуком. Акрам. Акрам нет. Хамза никогда не произносится твердым звуком. А никогда не может быть. Акрам. Остановка. Рам. При остановке аннулируется дамма и переходит в сукун. Итого получается Икра ва раббукаль акрам. Акрам. Уходим на 4-й аят. Обратите внимание. Аллази аллама бил калам. Аллази аллама бил калам. Удвоение. Зи. Ударение ставим. Огласовку кесру выделяем. Аллази. Аллама. Аллама. Нет. Аллама. Удваиваем все мягкие звуки. Бил. Согласовки кесра. Уходим на лам. Бил калам. Бил калам. Лам мягкая, который идет после твердого звука каф. Калам. И аннулируется огласовка кесра и уходит сукун. Бил калам. Аллази аллама бил калам. Уходим на 5-й аят. Обратите внимание. Аллама. То же самое. Аллама. Мягкое, четкое, ясное произношение. Согласовки фатха. Уходим на лам. Алламаль инсана. Ихфа. Четкое произношение хамзы. Согласовка кесра. Инсана. Ударение в размере 2 огласовок. Инсана. Ма. Ударение. Ма. Естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Ма лам. Я'лам. Айн при сукуне нужно такое немножко скользящее произношение. Я'лам. Вот такой интенсивности у звука айна нету. Я'лам. И останавливаемся. Алламаль инсана ма лам я'лам. Я'лам. Вот это чрезмерственная назализация, которая является основным и отличающим свойством звука мим и нун, а в данном случае мим. Я'лам. Вот удержание это является ошибкой. Я'лам. 6-й аят. Калла. И ударение у нас, так как после удлинительного звука алифа приходит хамза, разделенное удлинение в размере 4 огласовок, как мы уже с вами договорились, так как 4 огласовка удлинения это предпочтительно по нашему чтению. Калла. Калла. Удвоение. Калла. Нет. Калла. Калла. Инна. Вот нужно после удлинения четкость хамзы, согласовка касра нужно удержать. Калла инналь. Удержание назализации в размере 2 огласовок, а потом согласовки фатха уходим на лам. Калла инналь инсана. Ихфа в размере 2 огласовок с назализацией. Ударение. Инсана. Ля. Вот здесь обратите внимание. Та и га твердые звуки. Естественно, твердое, все, что твердое, тяжелое, оно влияет на мягкое. И чтобы я не было произнесено твердым образом. И свойство я не является твердость. Ля-я, нет. Ля-я до конца произносите, до завершения огласовки фатхи, ля-я, потом уходите на та. И применяем правило калькаля. Ля-я-то, ля-я-то, ла-я-то, ла-я, нет. Ля-я-то. Ля-ят-га. При ля-ят-га. При остановке что происходит? Удлинение в размере 4 огласовок аннулируется, остается в размере 2 огласовок. И что получается? Ля-ят-га. Все. Только при слитном произношении мы применяем 4 огласовки. Только при слитном произношении. Итак, 6-й аят. Калла инналь инсана лаятга. 7-й аят. Обратите внимание. Ара.
ар-ра-а. Здесь у нас идгам, без назализации. Ар-ра-а. Хамза, чтобы не подчинялась твердости ра. Ар-ра-аху. Ар-ра-аху. Ар-ра-а. Удлинение в размере двух огласовок, ударение. Ар-ра-аху. Ху. Теперь, обратите внимание, так как здесь у нас артикль отсутствует, мы с огласовки даммы уходим на син. Ар-ра-ахус. Ар-ра-ахус. Та мягкий звук. Как мы сказали, твердый звук га будет влиять на та, как и в предыдущем аяте. Чтобы этого не произошло, ар-ра-ахус та га. Ар-ра-аху стагна. Ар-ра-аху стагна. То же самое здесь аннулируется удлинение в размере 4 огласовок, остается 2. Ар-ра-аху стагна. Еще один такой важный момент. Ха, чтобы было произнесено полноценным образом, чтобы она не перешла в звук ха. Ар-ра-аху ар-рааху стагна. 8 аят. Инна, касра, ясное, четкое произношение. Удержание назализации в размере 2 огласовок. Инна иля. Нужно дочитать, до конца произнести фатху. Инна иля. Инна ля. Нет. Инна иля. Ударение в размере 2 огласовок. Раббика. Ра, твердый звук. А здесь огласовки фатха уходим на ра. Уходим на ра. Раббикар. 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 Руди. Калкала. А. Руди. А. То же самое аннулируется здесь, как в предыдущем аяте. Остается удлинение в размере 2 огласовок. Итак, 8 аят. Инна иля раббикар руджиа. Раббикар руджиа. Джим у нас мягкий звук. В нем твердости нету. Но так как у нее есть, у этого звука есть калкаля, руджу, нет, руджи. Руджиа. Нужно обратить внимание, чтобы руджиа, нет, руджиа, чтобы от гортани исходил звук айн. 9 аят. Араайта. Араайта. Только ра здесь твердое произношение. И поэтому нужно начинать с мягкого произношения. Араай. Араайта. Араайта. Согласовки фатха уходим на удвоение ляма. Араайта аллази. Удвоение, а потом удлинение кесры в размере 2 огласовок. Араайта аллази янха. Нужно обратить внимание. При произношении всего Корана максимальная внимательность должна быть. Потому что невнимательность уходит, отдаляет от правильного чтения. Итак, янха, янха. Нужно произносить таким образом, чтобы язык до местонахождения дошло, но не резко оттолкнулось. Яна, чтобы не было, чтобы не перешло в правило калкаля. Янха. И ударение в размере 2 огласовок остается у нас янха. 10 аят. Абедан, абедан. Калкаля у нас айн с айнана калкаля. Абе, абе, абе. Абедан. Полностью произносим танвин, так как здесь правило изхар, ясное произношение. Абедан иза. Ударение в размере 2 огласовок. Абедан иза. Са. Са твердый звук. Лам мягкая. Салла. Нет. Салла. Салла. При остановке аннулируется удлинение в размере 4 огласовки, остается 2. Салла. После удвоения ляма нужно ударение делать. Салла. Нет. Салла. Идем дальше. 11 аят. Араайта ин кана аля аль-худа.
Араайта, как мы уже произносили в предыдущих аятах, то же самое правило. Мягкое, твердое, мягкое, мягкое, мягкое. Араайта, ра твердая. Араайта ин. Здесь ихфа в размере двух огласовок, назализация. Инкана. Ихфа мягкая. Кана. Ударение в размере двух огласовок. Кана. Аля. Из распространенных ошибок аля, аля. Твердое произношение айна и ляма является ошибочным произношением, а правильное произношение аля. Лям мягкое, айн мягкое. Аля. Ударение в размере двух огласовок. Аля. А так как мы читаем слитно, при слитном произношении удлинение аннулируется. Из огласовки фатха мы уходим на лям. Аляль, аляль. Вот нужно обратить внимание, чтобы аляль, ляля из-за скорости или из-за торопливости аляль худа нет. Аляль худа. Ха, даль, мягкое произношение. Долгота в размере 4 огласовок аннулируется, остается в размере 2 огласовок. Худа и араайта ин кана аляль худа. 12 аят. Ау амара. Ау амара. Мягкий, мягкий, твердый. Ау амара. 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 Нет. Амара. Ау амара. Согласовки кесра уходим на удвоение. Солнечный звук. Ау амара битта. Битта. Биттаква. Битта. Каф. Твердый. Скалкалей. Биттаква. Ударение аннулируется в размере 4 огласовок, остается 2. Итого получается биттаква. Биттаква. 13 аят. Араайта ин каззаба ва тавалла. Араайта. Мягкий ра на твердость обращаем внимание. Араайта инка. Ихфа в размере 2 огласовок. Инка. Каззаба. Нужно обратить внимание, чтобы удвоение межзубного звука за было правильным. Каззаба. Каззаба вата. Каззаба вата. Ватавалла. Сперва удвоение ляма, потом уходим на удлинение в размере 2 огласовок. Ватавалла. Араайта ин каззаба ватавалла. 14 аят. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Алам я'лам. Айн мягкая, такой скользящая остановка. Я'лам, я'лам, чтобы не было. Алам я'лам. Здесь у нас назализация в размере 2 огласовок, полноценная назализация. Я'лам би'а. Би'а. Четкое произношение кесры и уходим на хамзу. Би'ан. Назализация в размере 2 огласовок. Би'анна. А после назализации мы уходим на лям. Би'анна Аллах. Би'анна Аллах. Ха. Ха. В слове лафзуль джаляля, в слове Аллах, является мягким. Всегда. Она никогда ха не может быть. Только в этом слове лафзуль джаляля Аллах, только лям произносится твердо. Би'анна Аллаха. В многих изданиях Корана вот фатха, вместо фатха пишут еще таким образом такое ударение, указывая на то, что там есть естественное удлинение. Би'анна Аллаха. В размере би'анна Аллаха. И уходим яра. Я мягкий звук, ра твердое и ударение в размере 2 огласовок. Би'анна Аллаха яра. Полностью аят. Алам я'лам би'анна Аллаха яра. Переходим на 15 аят. Калла ла иллам янтахи ланасфа'ан бин насия. Калла. Удвоение ляма,
потом ударение в размере двух огласовок. Калла, ла иллам. Здесь у нас идгам, без назализации. Ла и. Четкое произношение хамзы с огласовкой кесра. Ла ил. Вот отсюда уходим на лям. Ла иллам. Ла иллам. Идем дальше. Янтахи. Ихфа в размере двух огласовок. Янтахи. Ла нас фа'а. Ла нас фа'а. После огласовки айна мы уходим в назализацию в размере двух огласовок. Ла нас фа'ам. Потом с огласовки кесра уходим на вторую назализацию. Ла нас фа'ам бинна. Обратите внимание. Ла нас фа'ам бинна. То есть два раза подряд назализация полноценным образом. Ла нас фа'ам. Вот здесь у нас первая назализация. И вот вторая назализация в размере двух огласовок. Ла нас фа'ам бин. Ла нас фа'ам. Нужно четко произнести. Огласовка кесра. Бин. Уходим после б с огласовки кесра на вторую назализацию. Удерживаем. А потом удлинение в размере двух огласовок. Ла нас фа'ам бинна. Сад. Насия. Насия. Нет. Насия. Я мягкая. Ха, та марбута аннулируется, переходит в сукун. Насия. Итак, обратите внимание. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Идем на 16 аят. Обратите внимание. Насиятин. На ударение в размере двух огласовок. Насиятин. Здесь у нас ихфа. В размере двух огласовок. Удержание, то есть имеется назализация. Удержание. Насиятин ка. Ударение в размере двух огласовок. Ка. Насиятин кадибатин. Четкое произношение. Потому что здесь правило у нас идет ясность, ясное произношение изгар. Насиятин кадибатин ха. Ха твердое. Ударение в размере двух огласовок. Хати. Хати. Хамза. Хатия. Одно из самых распространенных ошибок, когда хамза переходит в звук я или а. Вот такой звук, неопределенный звук. Хатия. Четко, ясно, фатху нужно произносить. Хатия. И при остановке танвин аннулируется та марбута и уходит в сукун. И звук ха. Хатия. Итак, 16 аят. Насиятин кадибатин хатиа. 17 аят, обратите внимание. Фаль яд. Калкала. Фаль яд'у. Фаль яд'у. Фаль яд'у. Надия. Ударение в размере двух огласовок. Надия. При остановке аннулируется огласовка, аннулируется естественное удлинение и переходит в сукун. Надия. Идем дальше. 18 аят. Санаде. Даль калкала. После огласовки. Санаде. С огласовки дамма над буквой айн уходим на звук зай. Санаде уз. Санаде уз. Санаде уз. Санаде уззаба. Ударение в размере двух огласовок. Санад'у забания. Ния. При остановке, как мы уже в предыдущих аятах, аннулируется та марбута, остается у нас ха. И таким образом, 18 аят. Санад'у забания. И последний аят в этой суре, в этой прекрасной суре. Обратите внимание. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Калла удвоение, потом ударение.
Калла, ла. То есть два раза. Калла, ла. В размере двух огласовок. Калла, ла. Вот здесь обратите внимание. Та у нас мягкий звук, та твердый звук. Тутой, тутой. Не туту, тутой, тутой. Нет. Ту. У звука та, чтобы фрикативность была. Ту, ту, тути'ху, тути'ху. Такой резкий звук, остановка над айной, чтобы не было. Тути'ху. Нет. Тути'ху. И васджуды. Уходим на син. С огласовки фатха. Васджуды. Калкала. Васджуды. Васджуды. Вака. Уходим на кайн. С огласовки фатха. Вака. Применяем правило калкала. Вака. Та-ри. Вака. Та-ри. Б. Здесь у нас, обратите внимание, в Коране не будет написана огласовка. Почему? Потому что так как коранический текст написан на основе слитного продолжительного чтения, следующая сура, которую мы с вами на прошлом уроке прошли, сура Аль-Кадр, начинается с бисмилляхи, так как с ба применяется правило идгам, и поэтому здесь огласовка не будет написана. Но при остановке мы применяем калкаля. Вакатарибы. Итак, 19 последний аят. Калла ла тути'ху васджуд вакатарибы. Вакатарибы. После каф твердого каф, та мягкий звук. Вакатарибы. Вакатарибы. Итак, еще раз. Калла ла тути'ху васджуд вакатарибы. А сейчас я бы хотел прочитать еще раз, более внимательно. Обратите внимание. Икра бисми раббика аллади халака. Халакал инсана мин алака. Икра ва раббукал акрам. Аллади аллама бил калам. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум.